Было принято решение, что, ну, раз мы такие зеленые, будем уже полностью до косточек зелеными, поэтому было принято решение, что мы поставим солнечные электростанции, будем обогреваться энергоэффективными теплонасосами и здание, которое будет максимально утепленным, максимально энергоэффективным. И плюс к тому мы поставили свои очистные сооружения, которые мы тоже пройдем, обязательно посмотрим. То есть у нас такой, скажем, большой шоурум зеленых технологий здесь представлен. Вообще основная целевая аудитория нашего бизнеса — это субъекты, которые не имеют доступа к центральной канализации. Соответственно, это Иссык-Куль, это пригород Бишкека и вообще все регионы, где нет центральной канализации. И как раз-таки там можно будет устанавливать эти очистные сооружения, децентрализованную систему устраивать. Они очищают сточную воду, доводят ее до технических показателей, и можно будет сбрасывать уже ее в природу, возвращать без вреда, без нанесения вреда. Показатели очистки, они за 15 лет мы всегда отвечаем всем требованиям норм. Вы же потом гарантию даете и ведете эту станцию? Обязательно, да, конечно. Есть определенные условия. И сервисное обслуживание есть, и постгарантийное обслуживание есть. Вот, все это полностью предусмотрено. То есть модель нашего бизнеса строится на том, что мы ставим станцию, и все, мы не уходим. Мы ставим, мы ее обслуживаем, мы смотрим за ней. Первый год мы ее бесплатно обслуживаем, в последующие годы можем договор составлять, обслуживать. Бывает, когда через 7-8 лет станция, которая 7-8 лет назад была установлена, они звонят, говорят, что-то у нас какая-то проблема, можете приехать. Мы приезжаем без проблем, все это устраняем. В цеху производятся как раз-таки все узлы, то есть 85% технологий мы здесь сами производим. 15% технологий мы возим от чешских партнеров. То есть есть ключевые узлы, которые мы не можем заменить ни Китаем, ни Россией, ни местными продуктами. Да, это блок управления, это компрессорное оборудование, это электромагнитные клапаны, это все поставляется из Чехии. Такие, да? Да. Угу. Полностью базальтом на 10 сантиметров было утеплено здание. Потом установлены энергоэффективные стеклопакеты. Крыша была утеплена тоже 15 сантиметров базальтовым волокном. И получается еще помимо этого, видите, вот эти жалюзи, которые вечером опускаются, закрываются, они тоже играют дополнительную утеплительную роль. Почему? Потому что ночью вы закрываете, у них вот этих металлических профилях внутри заполнено пенополиуретаном. И он ночью не теряет тепло. И летом, когда сильно жарко, можно жалюзи еще опустить, и получается тень образоваться. То есть прямое попадание лучей солнца нету, и действительно с помощью этого не греется здание. Если вы не греете здание, вам нет необходимости дополнительно включать кондиционирование помещения. Понимаете, это тоже энергосбережение. Да? То есть здесь полностью умное отопление. Тепловой насос сам будет контролировать тепло помещений с помощью датчиков, потому что эти датчики будут установлены на этих фанкойлах. Фанкойл — это то оборудование, которое подает летом охлаждение, а зимой отопление. И, соответственно, тепловой насос как раз эти две функции покрывает самостоятельно. А окна у нас мультифункциональные, это которые летом не пропускают еще ультрафиолет, а зимой не выпускают тепло из помещений. Так, класс энергоэффективности здания относится А-класса. Это здание экономит более 100 тысяч киловатт в год, час. То есть у него экономия получается, исходя от этой применения вот этих технологий, они достигли экономию около 116 тысяч киловатт час электроэнергии в год. И 27 тысяч киловатт производит вот эта солнечная станция в течение года, годовая выработка этой станции. Ну, примерно он закрывает около 25-27% общее потребление. Ну, станция небольшая, мы только ставили это дневное потребление. Вот объект прошел энергосертификацию, вот видите, вот здание. Вот классы потребления, это объект относится к классу А. Да. Шел, открыл, появилась белая пена. То есть сегодня он
что-то неважно себя чувствует, в связи с чем вот этот запах и может присутствовать. Но, допустим, завтра эта пена может пропасть, и все, проблем никаких нету. Это живой организм, с ним такое бывает. Это вот очистные сооружения, которые мы для себя поставили. Оно рассчитано на 5 кубов в сутки. Сейчас тут всего получается, ну, наверное, 10-15 человек, так как работает. 5 кубов оно не выдает, соответственно, приходит всего 2-3 куба в сутки. И оно все эти стоки очищает, мы ее потом уже обратно в грунт возвращаем в очищенном виде. Очищается биологическим путем, то есть за счет кислорода, подается кислород, за счет чего происходят различные биологические процессы внутри емкости. И все те же природные принципы, которые применяются, природа же имеет функцию самоочищаться, те же принципы, они здесь и использованы. Это вот ноу-хау наших чешских партнеров, мы его здесь вот уже в течение 12-13 лет распространяем. Конечно. Нет, очистные сооружения по закону не сертифицируются, они регулируются только отбором анализов. Если анализы не соответствуют требуемым нормам, просто пишут предписание и закрывают все предприятие. Çok narın. Да, да. А вот это что за фирма? Система коюлуптур. Мотал, нет, это один из этих. Это просто у нас здесь это производятся всякие эксперименты. Мы будем проводить эксперименты, улучшать, обновлять. И это один из узлов бактерицидной лампы. Бактерицидная лампа вообще на малоочистные сооружения в редких случаях ставится, потому что цена очень к удорожанию приводит. Здесь поставили посмотреть, да. Вообще бактерицидная лампа ставится на большие очистные сооружения. Она же убивает бактерии, да? Она обеззараживает патогенные бактерии. Моноблочный и сплит-система. Моноблочный очень немножко неустойчивый и немножко рискованный. Почему? Потому что у него не существует внутреннего блока, и все вот это теплоноситель, если вода, он может выйти на улицу, если вдруг отключение электричества будет, он замерзнет. А здесь сплит-система, внешний блок и внутренний блок между собой соединяются фреоновой системой, как кондиционирование. Он не замерзает, поэтому теплоноситель всегда можно об этом не беспокоиться. И смотрите, вот этот внутренний блок, получая тепло с наружного блока, здесь стоит автоматика, насосная станция, теплообменник. Вот этот теплообменник с фреона тепло берет и передает в воде. Здесь уже. Горячая вода. Да, здесь вот образуется горячая вода. Горячая вода, чтобы она равномерно распределялась по комнатам, он устанавливается через бойлер косвенного нагрева, называется это. Вот этот бак всегда будет в одной температуре. Если у него упадет температура, он подключается, догревает воду. Летом то же самое. Здесь будет холодная вода. Если он уже начинает греться, он просто включается, охлаждает вот эту часть. А отсюда по комнатам через насосы будет направлено. Все вот это холодное, то есть холод или тепло. Вот. А вот эти тепловые пушки называются, они тоже работают с помощью фан-койлов, с помощью теплового насоса. Видите, трубы заходят белые. Вот этих трубах сейчас идет горячая вода, поэтому он дует горячий. А летом отсюда будет идти холодная, он будет продувать холодным воздухом. А вода, получается, горячая вода там становится воздухом, да, горячим? Да, нет, он просто как автомобильный радиатор попадает в радиатор, там стоит вентилятор и просто принудительный съем делает. Тепло уходит. Да, тепло уходит, он автоматически остывает. Да? Непосредственный нагрев. Здесь 244 квадратных метра. Расход электроэнергии где-то 5-6 киловатт в час. Вот. Ну, электроэнергию он берет уже от солнечных станций. Вот. Мы летом полностью весь этот цех охлаждали, и вот в межсезонье мы его отапливаем. Вот и все. Экономия, то есть если бы мы это делали бы с помощью напрямую каких-то электрических котлов, тогда мы тратили бы примерно около не 5-6 киловатт, а 10-12 киловатт. Даже 15 киловатт тратили бы, чтобы обогревать это помещение. Вот и все. Экономия практически минимум. Еще внутренних блоков. Оттуда с панели поступает нам постоянный ток. Постоянный ток это как на автомобилях.
А переменный ток это то, что мы получаем. Вот это 220. Да. Вот здесь каждый инвектор по 6 киловатт. И получается здесь в 3 фазах максимальная мощность 18 киловаттная станция стоит. Видите, каждый берет свою нагрузку. В данный момент, вот видите, все идет сейчас от солнца и подается дому. Это инвектор. И здесь литионный аккумулятор для стабилизации напряжения установлен. Литионовый. Да, литионовый аккумулятор на 200 ампер-час. У него запас энергии 10 киловатт-час есть. Если по киловатту будете потреблять, ночью свет отключится, его хватит на 10 часов. 10 киловатт, да? Да, 10 киловатт-час мощность. Ну, не мощность, а запас. Запас. Да. А мощность это 200 ампер-час 48 вольтовый. Ушу биздин мекеменин крышасында жүрөбүз, чатырында. Чатырында. Бул болсо ошол жанагы бүгүн кечке айтылып аткан тепловой насостун ушул офисти камсыздаган тепловой насос деп айтсак болот. Бул ошол насос кышында жылытып, жайында муздатып берет. Жанагы Абаны айдайт, бу жерден. бул холодильниктей эле принципте иштейт. Ичинде компрессору бар, фреон кетет. Анан жанагы цехтин ичинде жүргөндө ал жерде жана внутренний блок деп коет, ички блогу бар болчу. Ошол ички блогу менен бул кошулган. Ошол фреон ошол жерден жүгүрүп турат. Анан ошол ички блоктон съем болот. Жанагы косвенного нагрева деп атпайбы, теплообменник косвенного нагрева деп коет. Ошол жерден эменин же жылуулукту, же муздакты алып турат. Анан уже офиске таратып берет. Бул сырттан ошондо аба жутабы азыр, мына. Жок, бул аба жутпайт. Бул жерде радиаторлору бар. Ошол турат, кышында муздакты алып кетип жылытып турат ичин. Холодильниктин принципинде эле иштейт. Холодильниктин капталын кармаганда жылып турат го. Ооба. Вот ошол ичиндеги ысыкты сыртына чыгарып турат. Ичинде компрессору бар, ошол сыртка чыгарып турат. Бул ошол эле принципте иштейт, тепловой насос. Бул панелдер болсо, Күн панелдери. Күн панелдери, ушул күн панелдеринен электр энергияны ушул жерден чыгарып, ылдыйкы жактагы инверторлорго берет. Инвертор сетке таратып туруп, жанагы тепловой насосту электр энергия менен ушул камсыздап турат. Биздин жаңы офистин эмесин, светин, анан болсо электричество, жанагы компьютер, немелердин баарын тең ушу менен камсыздап турабыз. Бул станция 15 киловаттка расчеттолгон. 30 панель турат, ар бир панель ортолоп алганда 500 ваттан. Ошондо бул жерде күн канча градус муздаганга чейин иштейт бул? Ал андан неметпейт. Бул мисалы жайдын күнү иштейт. Ал талашсыз. А кыштын күнү канча градуска чейин иштейт? Кышында минус 30 болуп деле күн тийип жатса, иштей берет. Просто эмеси кичине азыраак болот, анткени кубаттуулугу күн пасыраак тиет да. Ошон үчүн бул көтөрүлткөн да. Ошол жаздын күнүндө, күздүн күнүндө, кышында кичине болсо дагы ошол энергиясын алып эметип алганга. Бирок суук болуп туруп күн тийип турса, бул электр энергияны чыгара берет, анын эч кандай немеси жок. Мынаны кыргызча айталы. Мына ушул жерде азыр канча панель турат? Ушул жерде 30 панель турат. 30 панель ар бирөө 0,5 киловатт берет, 500 ватт. Ошондо 30ду 0,5ке көбөйткөндө 15 киловатт орточолуп санаганда 15 киловатт кубаттуулукту берип турат. Ошондо бул жалпак тил менен айтканда эмнеге жарайт? 15 киловатт дегенде мындай айтканда бир 10 чайнекке жарайт да. 10 чайнек. 10 чайнекти. 10 тефаль чайнекти. 10 тефаль чайнекти ысыталат. Же болбосо 20-25 компьютерди, эми компьютер алгандай деңизчи, чайнекти бир 5 обогреватель, катуу чоң кубаттуулук обогревательди ысыталат. Бирок эми бунун негизги бунун идеясы бул мындай болуп атат да. Биз ушунун баарын коюп туруп, анан жөнөкөй эле классикалык электрокотел коюп койсок, ал анда мында эмеси жок болмок, эффект жок. Мазмуну болбой калмак да, бул биздин ошол зеленый энергетика деген. Буну койгондон кийин сөзсүз түрдө тепловой насос болуш керек. Анткени тепловой насос болгону эле 6 киловатт. Ушул 240 квадратты 6 эле киловатт жылыта алат. 240 квадратты жөн эле түз эле электр энергия менен жылыта турган болсо, ага бир 15-20 киловатт керек болмок. Ошол болуп атат да, бул мындай
комплекс иштеш керек. комплекс. Комплекс иштегенде анан ушунда Муну мазмуну элдер түз аз болот. жөн эле жанагы тепловой насос жөнүндө элде көп түшүнүк жок. Ушунун өзүн коюп алса деле бир топ пайда болот экен да. Бир топ. Албетте, бул 2 эсе, 3 эсе үнөмдөп атат электр энергияны. Ошондо бир айда мисалы 10 000 сом чыкса, силер тепловой насосту коюп туура подачасын кылганда 5 000 сом болот. Бизде Кыргызстанда адистер бар, ошол компаниялар бар, ошону коюп жүргөн, ошолор менен кеңешип, баштардын алдында консультация алып, анан баштаса, туура коюп, баарын технологиясын туура колдонсо, абдан Ушуну колдонуудан экологияга кандай пайда келет? Ну, мындай болуп атат да, эң биринчиден бул электр энергияны үнөмдөө. Негизи батышта көбүнчө ошо электр энергияны комнатадан чыгып баратканда светтин өчүрүп, лишний раз светти күйгүзбөй, аябай үнөмдөшөт. Анткени билет, ар бир киловатт электр энергия бир жерде же угольный котел күйүп атат же дагы нагрузка, нагрузка болуп атат. Анан бул жерден деле ошол биз 10 киловатт же 15 киловатт колдонгондун ордуна биз 6 киловатт колдонуп атабыз. Анан аны дагы электросеттен албай, күндүн жардамы менен алып атабыз. Альтернативалуу энергия булак, Ооба. Бул күн жөн деле тийип атат да. Ооба, күн Алла Тааланын күнү. Ооба. Ушуну эми кандай азыр Кыргызстанда ушуну түшүнүп сатып алгандар көбөйүп атабы ушул жашыл технологияларды. Силер ушул тармакта жүрөт экенсиңер, кандай анализ кыла аласыңар? Эми так маалымат, ал боюнча так маалымат бере албайм. Мындай өзүңөр клиенттер көбөйүп сезим менен неметкенде, конечно, ал көбөйүп атат. Эң биринчиден ар кандай семинарларга катышып жүрөбүз, анан жанагы тоо аймактарында ар кандай азыр туризм аябай өнүгүп атпайбы? Анан тоо аймактарында деле жанагындай боз үй эмелерин куруп атат. Лагерь кемп деп, юрт кемп деп, анан ошолор деле койдуруп, ошо менен колдонуп, тепловой насосын коюп, гелий установканы коюп, жылуу суу эме ысык суу чыгарганга. Анан, ну, конечно, аларда эми шарт жок, а жерге эч ким электр энергияны тартып бербейт. А мындай караганда, жөнөкөй адам тиричиликте колдонгону мен ойлойм көбөйөт акыры. Осторожно, Нургазы байке. Он на крышу пойдет. Вот уже. Там $100. Хорошо, что мы за все такие.